Поклонники фортепианной музыки точно смогут получить удовольствие на новогоднем концерте в детской школе искусств имени Пегова. Также гостей ждут подарки от Деда Мороза. В Уфимской детской школе искусств имени Виктора Николаевича Пегова городского округа города Уфы Республики Башкортостан осваивают основные направления искусства – музыку, хореографию и живопись. На новогоднем концерте выступают 130 учеников, из них 14 солистов, 3 ансамбля и 7 хоровых групп. На концерте показывают номера лауреаты фортепианной музыки. Расскажите про концерт. На этом концерте участвуют духовое отделение, фортепианные, также ударные инструменты. Этот концерт посвящен Новому году, отчетный концерт, на котором присутствуют наши родители. И они могут увидеть то, чем мы занимаемся. Мы нашли очень красивое произведение, которое подходит для Нового года. Мы его очень долго искали, подбирали, чтобы оно подходило нам. Нам помогали с этим учителя. Перерыв тонну пьес, мы все-таки нашли произведение, и оно нам очень нравится, и мы очень хотим его сыграть. Да, это Глиер, «Красный маг» из балета. Новогодний концерт – это всегда яркие эмоции. В преддверии нового 2023 года в атмосфере зимнего праздника можно насладиться красочной музыкальной программой концерта учащихся и преподавателей фортепиано-музыкального хорового отделения в детской школе искусств имени Виктора Николаевича Пегова. Расскажи про произведение, которое играешь на концерте. Сегодня я буду играть произведение Карла Черни, этюд номер 10. Мы его решили назвать «Новогодняя суета». Произведение создано для того, чтобы развивать левую руку. Вся основная нагрузка в этом произведении идет на левую руку. На концерте из инструментов было не только пианино, но и ксилофон, маракасы, колокольчики. На празднике Дед Мороз. Ребята играют с ним в игры и отгадывают загадки. В 2022 году школа Пегова отмечает 45-летний юбилей. Она считается одной из самых крупнейших в Республике Башкортостан. Фортепиано – это важнейший инструмент. На нем исполняют сольные произведения, играют на концертах. Игра на пианино – это занятие, требующее многолетней тренировки, самоотдачи и внимания. Жасмин Рахимова, Рамазан Мусин, специальный для новостей.